Excel позволяет нам получать случайные числа. Для этого есть сразу две функции. Первая называется slchis, и она дает случайное число в интервале от 0 до 1. То есть это будет дробное число, как правило, но это могут быть также и 0, и единицы, то есть включительно. Давайте попробуем написать эту функцию. slchis. Никаких аргументов у функции нету, то есть мы просто ставим открывающуюся и закрывающуюся скобку и нажимаем Enter. В результате получаем случайное число в интервале от 0 до 1. Обращаю внимание, что это число не будет статичным. Если мы внесем какие-либо изменения в таблицу, в абсолютно любую ее ячейку, это значение поменяется. Например, я в другую ячейку вношу какие-то данные, нажимаю Enter и вижу, что наше значение поменялось. И так будет происходить при каждом изменении, которое мы произведем. Давайте посмотрим, каким образом другие функции округления взаимодействуют с этим случайным числом. Первая – это функция целая. В качестве аргумента указываем, соответственно, наше случайное число и нажимаем Enter. И получаем 0. Как мы помним, функция целая отбрасывает дробную часть и оставляет целое значение. То есть, за исключением того случая, когда мы получим единицу, целое число будет всегда округлять случайное число к нулю. Функция округл. Указываем, что округлить мы хотим случайное число, и количество знаков после запятой указываем 0. Получаем единицу. Единицу мы получили, потому что по математическим правилам у нас вот здесь восьмерка. Соответственно, она должна быть округлена в большую сторону, и здесь мы получаем единицу. Если бы у нас было значение, которое, вот как сейчас, должно округлиться в меньшую сторону, то мы получили 0. То есть, если мы используем функцию округл в качестве аргумента, который указываем 0 знаков после запятой, вариантов у нас два. Либо это будет в результате 0, либо единица. Ну и также мы можем указать некоторое количество знаков после запятой, которые хотим видеть. По аналогии будут срабатывать функции округл вверх и округл вниз. Еще раз. Округл вниз. Так, мы не ввели второе значение. Знак после запятой у нас будет тоже 0. И что мы видим? Функция округл вверх нам будет всегда показывать единицу, функция округл вниз всегда 0, в силу того, что именно таким образом работают эти функции, как мы с вами уже рассмотрели. Если мы укажем знаки после запятой, то увидим, что округление происходит опять же по параметрам функции округл вверх, округл вниз, то есть в большую сторону или в меньшую. И еще одна функция, которая позволяет находить случайные числа, называется случ между. Это будет целое число в результате. И у функции два аргумента. Мы задаем минимум и максимум, между которыми осуществляется поиск. Случ между. Минимум у нас будет единица, через точку с запятой, максимум 10. Закрываем скобку, нажимаем Enter и получаем случайное число в интервале от единицы до 10, это восьмерка. Обращу внимание, что полученный результат тоже не статичен, он будет всегда меняться при любом изменении таблицы, как мы видим. Происходит это каждый раз, когда мы меняем что-то в какой-либо ячейке.
И еще один вариант написания этой функции – это когда мы укажем не просто числа, которые хотим задать в качестве границ, а сошлемся на ячейки. Минимальное значение у нас будет обозначать ячейка А14, точка с запятой, максимальное значение ячейка А15. Нажимаем Enter и получаем число, находящееся в интервале от 20 до 30, ну, как видим, включительно. Если мы внесем изменения вот в эти ячейки, они также отразятся на нашем случайном числе. Например, не до 30, а до 1000, например. Видим, да, что значение поменялось, и теперь оно снова входит в уже новые наши параметры от 20 до 1000. Этот урок – часть большого и более подробного курса. Записаться на курс вы можете на сайте sreda31.ru.